Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская республика», в студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Надежный кров. Строительство начато 24 июля текущего года. На данный момент возводится уже 4-й этаж из 5. Жители Веденского района получат новое жилье. О возведении многоквартирного дома расскажет наш корреспондент. Расширение возможностей. Раньше родственникам пациентов приходилось часами ждать на улице. Теперь для этого есть комфортный зал ожиданий с удобными креслами и связью с отделением. В столичном перинатальном центре открылись 2 новых отделения. О созданных условиях смотрите в этом выпуске. Спасение в одном клике. Бригада к вам выехала, ожидайте. В Чеченской республике теперь вызвать скорую помощь стало проще. Достаточно загрузить специальное приложение на смартфон. В Грозном открылся молодежный форум амбассадоров федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие собрало будущих лидеров мнений в системе среднего профессионального образования. В церемонии открытия принял участие помощник главы региона, министр Чеченской республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, а также представители Института развития профессионального образования страны. Проект направлен на создание сообщества лидеров, которые будут популяризировать рабочие профессии среди молодежи. Друзья, наша страна многонациональна. В России проживает около 20 народов. Наша многонациональность всегда была преимуществом нашей страны, которое помогало нам на сложнейших поворотах истории. Межнациональный мир, межконфессиональная гармония в Российской Федерации всегда являлась силой нашей страны. Поэтому, друзья, мы с вами должны дружить, налаживать контакты. Желаю всем успехов, удачи. Еще раз спасибо вам большое, что вы приехали. Вы настоящие молодцы. После масштабного ремонта перинатальный центр Грозного заработал с 2 новыми отделениями с современным оборудованием. А также обновлена медицинская техника, продолжит Алимда Джамалдинова. За этими дверями ежедневно совершаются маленькие чудеса. Здесь помогают появиться на свет новым жизням. Теперь в обновленных стенах и с современным оборудованием. Республиканский перинатальный центр является якорным учреждением 3-го уровня в системе родовспоможения нашего региона. В структуре перинатального центра находится родильное отделение на 150 коек. Сюда, в перинатальный центр, маршрутизированы все беременные преждевременными родами до 37 недель беременности, также все беременные с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией в стадии декомпенсации. В Республиканском перинатальном центре завершилась масштабная модернизация. Учреждение – одно из ключевых здравоохранения республики. Ежедневно здесь принимаются сотни пациентов, будущих мам и новорожденных, которым требуется особое внимание. У нас проведен капитальный ремонт в родильном отделении, оснащено родильное отделение новым оборудованием, мониторами, КТГ-аппаратами, которые позволят нам беспрерывно мониторировать состояние рожениц и состояние плода. Это не только новые стены и оборудование, это безопасность, комфорт и забота. Главное новшество – современное отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Оно расширено до 36 коек и оснащено 185 единицами медицинского оборудования. Здесь будут выхаживать самых маленьких пациентов, тех, кто появился на свет раньше срока или нуждается в постоянной поддержке дыхания и сердечной деятельности. Каждый инкубатор, он оснащен своим индивидуальным светом, фототерапевтической лампой. Каждый инкубатор представлен в виде трансформера, таких у нас 28 штук. Такое оснащение данного оборудования позволяет нам полностью в комфорте находить ребенка с экстремально низкой массой тела. Мы здесь подбираем оптимальные комфортные условия для новорожденного ребенка в зависимости от гестационного возраста и его массы тела.
Обновлены все жизненно важные системы центра, такие как вентиляция, электроснабжение, отопление и подача кислорода. Это гарантирует бесперебойную работу аппаратов, от которых порой зависит жизнь ребенка. Теперь центр готов к любым ситуациям без риска сбоев. Также проведен капитальный ремонт в родильном отделении, сразу на 2 этажах. Полностью обновлены палаты, заменено оборудование и создана комфортная среда для женщин в период появления ребенка на свет. Все отвечает современным стандартам безопасности и удобства. У наших маленьких пациентов, родившихся преждевременно, с экстремально низкой массой тела и других, появится возможность получить высококвалифицированную медицинскую помощь благодаря всем созданным условиям. Особое внимание уделено условиям для будущих мам в отделении повышенной комфортности. 15 просторных палат для совместного пребывания матери и ребенка. Все продумано до мелочей. Современное оснащение, уютная мебель и постоянное внимание медперсонала. Проведенная модернизация также позволит центру полноценно функционировать, не закрываясь на дезинфекцию, и временно перемещаться между этажами без нарушения инфекционного контроля. Раньше родственникам пациентов приходилось часами ждать на улице. Теперь для этого есть комфортный зал ожидания с удобными креслами и связью с отделением. По телефону можно уточнить состояние мамы и малыша, а при необходимости поговорить с лечащим врачом. Алло. Коллектив центра – это профессионалы, которые ежедневно принимают на свет и спасают жизни новорожденных. У них появилась возможность для оказания помощи на уровне лучших мировых клиник. Прием пациентов в обновленном учреждении начнется уже 17 ноября. Все работы проведены в рамках национального проекта «Семья» при поддержке регионального общественного фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. Лимда Джамалдинова, Магомед Тутаков, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В субъекте представили мобильное приложение для вызова скорой помощи, которое сокращает время реагирования за счет автоматических координат. О новом способе быстро связаться с экстренной службой узнавал мой коллега. Республиканская станция скорой медицинской помощи Чеченской Республики теперь приходит на выручку и спасение жизни через специальное приложение. Все предельно просто. Установить, зайти в систему, описать симптомы и нажать на кнопку вызова. Вы через приложение вызывали скорую помощь? Смотрите, уточняю адрес. Грозный, Ахматовский район, Лермонтова, дом 4. Все верно? Все, бригада к вам выехала, ожидайте. Одно приложение – тысячи спасенных жизней. Не нужно терять время на разъяснение о местоположении. Система определяет локацию автоматически. Отслеживать статус вызова можно в реальном времени. Приложение очень удобное и функциональное, потому что оно помогает в некоторых критических ситуациях. Допустим, в ситуациях, когда вы находитесь не дома и кому-то из ваших родственников стало плохо, то вы можете пользоваться этим приложением. Оно очень функциональное, очень удобное. Вы можете вызвать скорую помощь, не находясь рядом с пациентом, с пострадавшим. Оно помогает точно определить местоположение пациента, потому что вам не нужно повторно перезванивать, говорить ваш точный адрес, где находится положение, потому что есть определенный контингент пациентов, это глухонемые, которые не могут говорить то, что их беспокоит, или вызвать скорую помощь. Для таких пациентов это приложение тоже очень актуально, потому что пару кликов и уже вы вызвали бригаду скорой помощи. Данная технология – это значительный шаг в экстренной помощи. В диспетчерских скорой помощи специалисты обрабатывают как звонки, так и поступающие заявки через приложение. С этого момента каждое действие можно отследить, чтобы помощь приходила как можно быстрее. Приложение разработано специалистами Республиканской станции скорой медицинской помощи. Удобство в простоте. Так сотрудники характеризуют работу приложения. Причем оно работает по всему региону. Во всех въездах в субъект, к примеру, аэропорт, ЖД-вокзал, есть баннеры с информацией о том, что прибывшие гости и местные жители могут скачать приложение через QR-код и в случае необходимости вызвать для себя бригаду помощи. Турпа Лолита Исумов, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика.
Мэр Грозного Хасмагомед Кадыров провел выездную инспекцию на улице Шейха Али Митаева. В ходе поездки градоначальник лично оценил объем выполненных ремонтных работ, проверил их качество и сроки реализации. Протяженность ремонтируемого участка 2 километра. На одной стороне уже завершена укладка асфальтобетона. Специалисты приступили к финальному этапу установки бордюрного камня. Параллельно ведется подготовка основания на противоположной стороне. По итогам ширина проезжей части увеличится до 18 метров, что позволит организовать шестиполосное движение. Работы ведутся за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В рамках программы переселения граждан, проживающих в оползных зонах на территории Чеченской Республики, в Веденском районе строится многоквартирный пятиэтажный жилой дом, который примет более 150 человек. О деталях расскажет Медина Мударова. 45 квартир для 25 семей. И все это на территории 4485 квадратных метров. Блок за блоком в селении Ведено возводится жилье для переселенцев из оползневых зон района. Строительство начато 24 июля текущего года. На данный момент возводится уже 4-й этаж из 5. Удобное расположение подчеркивает и новая школа. Она находится прямо напротив дома. Для семей с детьми это существенное преимущество. Асламбек Мусаитов, имам селения Агишбатой, с нетерпением ждет окончания строительства. На протяжении многих лет мужчина с семьей жил в оползневой зоне. Новое жилье – это безопасность и уверенность в завтрашнем дне, признается переселенец. لقايل أكا دغ شخنا والله بق ما دو شغل دادو يشخي دولش دغ دي شغل دادو يشخي دولش غير داخل دوي خزنه سنت اون متيجي وين أكا تك متيجي وين أكا خزنه سنت خلش عاش دوي أكتر أنا بقدو أسمتيرة تو حدا خير شخل والشو وين بتشحنا يغا بارك الباخوي. На данный момент ведутся работы по кладке внутренних стен. Объем работы выполняется согласно графику. Проложены водопроводные линии протяженностью 170 метров. Также запланировано благоустройство прилегающей территории. На объекте трудится около 18 рабочих и 8 единиц спецтехники. Мы с представителями Министерства строительства, ЖКХ и энергетики проводили выезды к семьям, которые проживают в оползневых зонах. Честно сказать, условия у них там были не очень хорошие. Там сыро, влажно. И из-за того, что ползет земля, получается, происходит разрушение стен или большие трещины. Вот. И в связи с этим, да, Мукла в начале следующего года они уже переселятся в новые просторные квартиры, в которых будет сделан ремонт уже. Возведение ведется в рамках программы переселения граждан, проживающих в оползневых зонах на территории Чеченской Республики. Сдать объект планируют в конце первого квартала 2026 года. Любым проблемам жителей руководство региона уделяет пристальное внимание. За последний год было построено множество домов, как пострадавшим от стихийных бедствий, так и нуждающимся. Медина Мударова, Маусар Хаджиев и Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. В Грозненской гимназии имени Ахмата Хаджи Кадырова прошло тематическое мероприятие для школьников. Оно состоялось в рамках Всероссийской детской культурно-просветительской акции «Я россиянин» в формате открытого урока. В ходе него ребята узнали много интересного из истории своей страны, ее развития и становления в период разных веков. Подобные уроки призваны на практике показать работу образовательных учреждений субъекта по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.